Да дискотека, да дискотека, да дискотека. Короче, Азалия говорит, кто такой Зага? Мы это Зага на концерте Азалия говорит, я только Бэби знаю из молодежной башкирской эстрады. А Загу не знаете. Да дискотека, да дискотека, да дискотека. Постоянно у меня спрашивают рецепт теста, поэтому я сейчас хочу вам показать этот рецепт. Вот, смотрите, тут сливочное масло, и сразу положила соль, потом все это заливаю кипятком, ну, чтобы это, короче, масло быстрее подтаяло. Сейчас еще чуть-чуть добавлю сахара. Рецепт теста миллион раз показываю, и один черт у меня спрашивает этот рецепт. Вообще, на самом деле, рецепт теста очень легкий. Что есть в холодильнике, положил, и все, что у нас, Аллах аттак. Потом, короче, добавляю подсолнечное масло. У меня тут просто практически йогурт стоит. Я его добавляю. Это тесто я, короче, и на пирожки, и на пироги, на все виды выпечки делаю почти что. Очень нравятся чебаркульские яйца. Я не знаю, чем они своих курей кормят, но у них кукейки вообще очень желтенькие. Соду я не добавляю. Так, хотя, кстати, можно добавить. Рецепт теста, друзья мои, в интернете да вещи. Самое главное тут с душой делать тесто и говорить бисмилла рахмани рахим, когда будет вкусно. Если нет настроения, нету души, душа-то у всякого есть, то тесто будет невкусным. Короче, самое главное тут настроение и масло не жалеть. Если масло пожалеешь, конечно же, если не очень-то будет. Тесто должно получиться эластичным и не липнуть к рукам. Все, доктор, тесто готово. Ой, это уже вкусно пахнет. Какой хороший тесто постоянно ставлю. Даже тесто отдыхает, а я нет. А что у нас спрашивают? Мы все равно ничего не знаем. В натуре я недавно сижу такая. Вот я там глагол неправильно отметила. И такие, что такое глагол? Ага, да? Да. Твой одноклассник? Нет, вы. Ну я забыла, что такое глагол вообще. А что такое существительное, помнишь? Нет. Ну это же хорошо, когда родители с детьми домашку не делают, Азалия. Дети становятся самостоятельными. И мне кажется, лучше учатся. А если бы мы тебе помогали, с 1 класса делали уроки, то ты бы плохо училась. Сейчас мы попьем смузи с нашими любимыми трубочками. С йогуртом вкуснее. Зато это с кефиром продостайте все. Кто-то на улицу побежит, а кто-то будет дома. Третий из нас кто куда побежит, не знаю. За пустынь не ходить. На, ешь пюрешки. Меня уже кустанаска буталя обкиляляр, короче, пюрешкалар, детские питания обкиляляр, суп-пюре обкиляляр. Кстати, все вещи мои большого размера, доктор, забрали. Аллах шакир. Одна девушка приехала с Кармаскалов и забрала все вещи. Так что, доктор, все, не пишите Альберту. А то Альберт такой вот там вчера мне говорит, вот, мой директ весь завалили из-за твоей одежды. Ла-ла-ла-ла, ла-ла. Все, дорогие друзья, второй пирог готов и отправляется в духовку. Это даже не пирог, а курник, между прочим. Градус ставлю на 180 градусов. На 180 градусов ставлю и где-то пропекаю, наверное, час. Я не знаю, короче, подрумянится уже готов. Теперь сделаем второй пирог. Вот по одному пирогу я не умею готовить, понимаете? Не умею, и все. Если я готовлю, то по два. Еще меня, кстати, многие спрашивают, типа, а ты вот готовишь вкусную еду, сама вот неохота обожраться? Нет, неохота обожраться. Нет, охота обожраться. Но я вот маленький кусочек пробую, да. И у меня вот тут как ком ложится, и все. Я не ем дальше.
Мне только вот пока что жидкая пища нормально у меня лежит. Но я все равно уже пробую, Вот я сегодня начинку пирога обязательно попробую. Я, короче, его измельчу сильно и поем обязательно. Мне наоборот даже нравится, когда я что-то готовлю, и остальные сидят, кушают и такие говорят, о, как вкусно. И мне так приятно становится, и такое ощущение, как будто я сама поела. Пробовать впервые вот внутри. Внутри вообще... Ой, что-то сразу резко проглотила, так нельзя было. У меня такое ощущение, что я никогда в жизни ничего вкуснее не ела. Просто бомба. Как мне этого не хватало. Ну ладно, еще один кусочек съем. Надеюсь, плохо не будет. Bolam nihaldesin. Koralı bir iki yeni bulup kolgan seni keşmek yaşağında gibi. İyi bolam. Bir iki yaşağında gibi kolgan. Kaydan indi. Ona hızdan başka bir arada olaydır etmeyi. Ya bu kadar. Ay kısaca patmışlıklar yapalım. Dürüst yönetimi bitsin. Belki teke bebek ay birinci bebeği geldi. Bebek şundaki şunu bu arada ne para. Закера мен әсә Иглинский бассейнға йөрөйдәр. Анда вообще очень хороший бассейн. И хакы Уфа караганда күпме тора Закер? Эле Пенсионерларга. bizge 100 tenge men de общий biz 10 gün alabız, 10 gün alabız. Güzel. 1000 beremiz. 1000 10 күнгә 2 теңге кешегә. болса, Представляете, мы достар очень дешево, намного дешевле, чем в городе. И вот мы на сәлер рахаттанып торып бассейнга йөрөйдәр. Мына Закер, не бешердек? Курник. Мына бит жырагы сакта. Ай, ол что-то бүгін нетіп кетті, температура етіп кетті. Температура 2 күн түшмеді ғой. Юрейм ана, блин, келелі сағат зот албағын деп. Кесені полиция сақырттың да. Ne diye? Полицию вызываю. Et var mı? Я, короче, atla берейін бекенді. Hayır. Шанхун, аланда өткен мені биткес та, бірін сөйі бейік тұралап. Шунан ген ат чарка келіп сыға, нық бұр. И уже несе мәртебе келіп сыға ташлана бетенді. Үрі тігі прямо, айы. Мен звонитіп тігі хүйләштің номерін таптым да бетенді. Ne güzel. Айы. Ну не ходите там ты. Hadi. Это наша территория, ты еще Ой. ага. А на шум, да? Мне там я же по тротуарной дорожке иду. Не куда-то иду мне там. Что, ну, короче, очень грубо хүйләшті енді. Мен хәветті хүйләшә баштадым бит енді. Шунан в итоге ире мен де хүйләшеп карадым. Ире әйтә, она ничего не делает, она никогда еще никого не кусала, она максимум может поцеловать тебя. Хан кисә-кискеһен атлап китеп барам. Музыка тыңдап кетіп барам бит. Капыл күліп, бушу айтып, һикерде, өрә баштадым, минем йөрәгем әллә башлап китте. Бүлердән була бит алай. Ну, шан опять звониттым хатынга, шул номерын беләм. Не, звониткен бит инде, шан нете, неме келе. Мен там, а сейчас муж выйдет ты. Мен там опять ваша собака напала тем бит инде. Сейчас муж выйдет тине. Шунан хәзер муж выйдет дигәс, көтәм, 20 минут көттем. Һәр юк бит инде. Звониттым, а где вы там ваш муж дигән? Он уехал, сейчас подъедет ты. Вообще, мына без уважения кешеләргә относится. Бессовестный кешеләр шул кадәр. Hayırlı yollar. Ага. Yolda doğalarını kurgan tutma. Ладно. Ярай. Hayırlı yol. Ага. Bize o karmanaları her imin hava. Ярай, пока. Bir kuatete yolluğun böyle teke bitin kuzun koplap okumasın. Ладно, пока. У меня сегодня прическа называется Бумала Баш. Как вам такая прическа? Это вообще-то хит сезона этой весной. Мне один очень крутой мастер сказал. Вот так вот прямо ходишь. Это же очень красиво. Вот кто так ходит? Никто. Только я так могу ходить. Мне нравится. Мне вообще дурацкие прически нравятся. Это как шляпа даже. Представляете? Даже защищает от солнца. Прикиньте. Очень даже красиво. Ну и все, ты что там задумался? Я знаю, о чем ты думаешь. Ты такая думаешь, о, кояшсах-то весна, работать неохота, охота тусить. Я ведь яшьтар шулай ты поняла, Тайдар, да? Ты всяко, наверное, сидишь так задумаешь, блин, неужели я все вот эти весенние, летние дни, солнечные, просижу дома, делая монтаж? Так думаешь, да? А ну так сознавайся. Так, наверное, всяко думаешь. Выходные жизнь. Выходные, да. У тебя 3 выходных, 3 дня можешь хоть алимакештерга.
Теперь тогда ты выходной дашь, это ты. Уже не сенсі выходной, что ли, все. Вот сейчас в Таиланд улетим же. Родные, мы улетим в Таиланд и рахатланып ялайтыр. Итак, короче, достар, я начала ходить на массаж лица, потому что после того, как я скинула 13 килограмм, представляете, у меня начало лицо поплыло, вообще обвисло кожа, представляете, такой дряхлая кожа стала. И я нашла хорошего массажиста по рекомендации, между прочим. Эльвина 100, оказывается, ходила. И не только Эльвина 100, оказывается, многие блогеры после того, как худеют, ходят сюда. Валерия. Очень многие ее рекомендовали, мои знакомые. Вот. И представляете, что хотела сказать? Оказывается, к ней мужики много ходят. Представляете, я когда это узнала, я офигела. Мужики ходят на массаж лица. Представляете? Да. Женщины без ақса елеп үйде отырады, массаж лица бармайды. А ирлер вовсю йөридер. Прикиньте. Часто ходят мужики? Всегда. Всегда, да? Омолаживаются, отдыхают. Да? Конечно. О. Сейчас мы из вас тоже сделаем башкирскую модель. Башкирскую модель, надеюсь. Ну, блин, я, доктор, честно вам скажу, больной массаж. Вот больно, оказывается. Ну, любой массаж, наверное, больной, да. Ну да, потому что мы улучшаем здесь именно состояние тканей. Ой, после вашего массажа, когда первый раз пришла, прям так мне хорошо было. У меня такое ощущение было, что с шеи какой-то груз сняли, как будто бы. Вы меня еще видели? Вот тут у меня какое-то что-то странное. Курдюк? Это курдюк называется? Это что такое? О, кончится. Да? Я вот недавно заметила, думаю, что такое, блин, так некрасиво оказывается. А когда полная шея была, незаметно было, да, не было У вас видно. сейчас, получается, вода вот так вот вся, да, стекает, получается? Да? Ну, с Какая? лица. Ну, то есть вот эти вот отеки, вот, Ага. объем, он уходит, а вот здесь вот этот вот застоявшийся уже такой вот фиброз, Ага. он еще остался. Сейчас у нас с Милюшой начинается комплексная работа. Она вставляет зубы, мы тем временем будем работать над ее четкостью овала лица. Овала лица у меня нету, доктор, потому что у меня зубов нет. Да, зубов, то, что зубов нет, у нас перенапрягается жевательная мышца. Соответственно, из-за перенапряжения у нас все жировые пакеты начинают спускаться вниз, также под действием гравитации, из-за отеков, и проявляются у нас вот такие вот бурильки. Альбертик, химия корхак, ты сказали убирать. Как Я будешь? знаю, что убирать надо, блин, вот как убрать-то? Пресс качать может. Пресс там, наверное, и уберется с ними. Беговую дорожку купить. Я же говорю, это вечерами со мной ходи. Ходить надо. Эй, не будешь ходить, это ходить. Буду ходить. Все. И мне будет лучше, потому что я собак боюсь, а когда Альберт рядом будет, я уже не так страшно. Если что, на него накинется, я убегу. Короче, моя шапа, я с Эльвирой поговорил, наши привет, велюровые Эльвира. костюмы, она сказала, не возьмет. Почему? Говорит, у меня, говорит, времени нет, я, говорит, с другими селлерами буду работать, говорит, там, те, которые, говорит, хотят мало платить, которые, говорит, там, ну, непонятно, что Если мы хотят. мало платим, Маля. Нет, как раз. А что, Эльвира? Нет, нет, я вообще ничего не говорила, поэтому... Это я сразу в бой пошел, короче. Да, это прям Что, Да, велюровые сразу. костюмы не нравятся наши? Конечно, Посмотри. нравится, красивый, Да. трендовый цвет, вообще классно. Да, у меня есть вкус. У меня есть вкус, Эльвира. Вкусный стиль у меня есть. Короче, Азамат еще предлагает не только голубой и розовый велюровый сделать, но и какой-то графитовый. Ну, Почему графитовый? Скажи, пожалуйста. да, Графитовый больше к осени, конечно, подойдет, но и в целом базовый цвет Да? хороший, да. Мне не нравится графитовый вообще, брат. Нравится? Да. А этот молочный ты А еще говорил. шоколадный? Шоколадный, вот да, но не графитовый. А бля. молочный, подожди. Эй, молочный надоел насчет, молочный тоже бляха-муха. можно попробовать, но он будет, конечно, марки, но молочный тоже хороший цвет. Эй, молочный мне вообще не нравится. Лучше шоколадный, голубой и розовый. Короче, рядом с офисом Азамата и Наиля, юрта селлеров, да, прикиньте, вот такая вот фотостудия большая. Я, кстати, здесь уже снимала. Здесь будем снимать мои костюмчики. Значит, я тоже такая шкурак комплайм. Смотрите, уже тут занимается глазкой. Меня шапа глажу. видите, да? Здравствуйте. Здравствуйте. Меня просто утром покормили сегодня. Фотографа, блин, заставили гладить. Карина у меня еще первую мою фотосессию делала с этими костюмчиками моими теплыми. О, смотрите, какие туфельки. Офигеть, Карина, это ваши, да? Да. Что это за туфли такие? Это что такое? Это как Золушкина, да? Для вас специально. Ага, у меня тут рука даже не влезет, если только вот так вот одеть, блин. Какой размер у вас? У меня 40-41. Это какой? 39. 39.
Смотрите, какие. Обалдеть. Хрустальные туфельки, блин. Миша пожалуется, говорит, то, что они чуть-чуть прозрачненькие. А вот она. Вот ваша резинка, видите? Ага. То, Вот. что чуть прозрачненькие. Что скажешь? Нифига они ничуть. Они вообще карман, вообще как будто отдельное Ну, искусство, так и блин. будет, на самом деле так и будет. Это потому что нормально? Это нормально. Если прям сильно смущает, убирается это карман. Но в летних изделиях, особенно, может, видели, брюки классические белого цвета, например, молочного, эти кармашки видны. Этого Да? не избежать. Да. И то же самое вот здесь. Как бы это нормально. Это нормально считается? Это Да. же не отпугивающий фактор, Нет, правильно? это Я не думала, что отпугивающий. это отпугивающий Нет, фактор. смотрите. Это вообще Прям офигительный, хороший, да. Щас покажу. Вот же Эльвира велюр точно такого цвета, нежно-голубого и нежно-розового. Надо нам найти время съездить туда. Быстренько. туда? В Лайм. Я думала, Нет, я с Кыргызстан. вами... Кыргызстан. У тебя сразу скажем, Кыргызстан, Китай, я готова. Я думаю, все, я нашла. Я думаю, в Кыргызстане нету такой ткани. Почему есть? Велюр. Конечно, вы что, угораете-то? Конечно. Я же Нежно-голубой и нежно-розовый? Я Наиль дал задание посмотреть. Ладно, все. Я же сказал, Наиль, найди эту ткань. Девочки, чего вы вот соблазняете, Эльвира? Тоже сидите с открытыми грудями. Зачем вы соблазняете Азамата? Вы знаете, что у Азамата, да, ревнивая жена? Знали, нет? Девочки, попки свои выставили, груди и ходите тут. Я еще хожу тут, переодеваюсь в образцы изделий. Да? Да. Вот, вот теперь знаете. Сразу ходит за дверь. Вот теперь знаете, Азамат тыгякка сылып касты вообще за дверь аж прямо. Вот это, Карина, это у вас свои груди такие, да? Да. А что волосами прикрыли? Вот ходите с такими грудями, соблазняете Азамата и Наиля, а они женатые. Еще кто-то соблазнитель пришел тут. Смотрите, еще одна соблазнительница пришла. Привет. Ух ты, какой Надо ты. по-другому. Офигеть ты, барышня, Надо офигеть. Пойдем, В подойди ко смысле мне. по-другому? Подойди ко мне. Смотри, как шикарно ты выглядишь, Гузель. Пожалуйста, на секунду. Вот ты всегда так выглядишь. Леша Каем, Просто Батыр ты Каем. посмотри на меня, как снимать, Нафися, смотри. Моя хорошая. Она меня так специально выставляет. Я видела твои кудряшки, ты сделала вообще офигительно. Спасибо большое. Теперь я тоже кудряшки хочу. Ну, мне жалко, я же отращу. Да. Блин, ну что за фигня, почему, блин? Потому что каре. Ну это было-то 5-летнее, это моя самая что ты первая. понимаешь, фотки аватарка. Вот, кстати, Дустар, вот что хочу сказать. Все блогеры, да, на своих аватарках каждый год, даже в год несколько раз меняют фотографии. Каждый день. Каждый день. А Бухара? Не. Да. Не. А это я, Дустар, которая снялась 5 лет тому назад. Самая моя первая аватарка, и так она и стоит. Почему? Стабильность. Стабильность, понимаете? Впервые совместные войны с Гузель У нас Шарафутдиновой. получится, надеюсь. Через Snapchat, чтобы меня протаскали. Кто тебя протаскал? Ты хочешь, чтобы тебя кто-то протаскал? Чтобы меня протащили, да. Тут мужики, Гузель Шарафутдинова хочет, чтобы ее протаскали. Они запросто тебя протаскают, такую женщину. Азамат опять, Молодые. Азамат аж лицо закрыл. Аккуратно, Азамат, лицо аж закрыл, бедняжка. Меня здесь не было. У него жена ревнивая. Меня здесь нет. Сейчас вот эти сторисы, сейчас Азамат скажет, вырежь. Я не буду ничего вырезать. Я всегда правда, только правда у башкирской домохозяйки. Мы решили вещи тоже продвигать, смотреть. И нашли несколько вещей, которые я Покажите. даже... Короче, для моих подписчиков я хочу уточнить этот момент. Доктор Гузель Шарафутдинова тоже решила выпустить свою линейку одежды. После Представляете? конференции, вот когда Да. мы встретились, поболтали, меня Милюша вдохновила. Очень мне О, понравилось. что ты Милюша по мне говоришь? Да, это Милюша, тут А Милюша. как мне? Миляшкаем, Миляшкаем, Пушканчекаем. Картайтами, специально картайтами. Короче, думали делать вот такие вот жилеты. Вот, короче, есть такой вот раз, тишек, блян, раз, отдел, короче. Тищик мы Вот такой раз жилет О, получается. прикольно. Короче, Тут, знаете, как короче, мы назвали? О, такие какой накидочки. цвет красивый. Миша, знаете, как мы назвали? Ткань с дыркой Ткань с назвали. дырками, Ага. короче, да. Блин. И всякие вот такие есть накидочки, накидушечки, всякие прикольные. Вот, я сейчас опрос сделала у себя. А что мы такой Я не говорю, додумались? Футболки, говорю, Это она толстовки, платья или юбки. А люди все хотят, оказывается, платья. Я еще скоро буду велюровые костюмчики выпускать. Короче, вам подгоним, короче. Маме вот. Мне Чё, маме, мама а себе? любит такие. Маме. А себе? Инянку, это я старке, бляха-муха, маме! Ты смотри, она обоснована в костюмах! Обалдеть, представляете, маме! Блин! Это оскорбление вообще-то! Ну, у меня Эльвира, мама любит Эльвира, такую слышали, она ткани обозвали наши большие, костюмы широкие. бабушкинскими. А сейчас Эльвира тоже так скажет. Я знаю. Так она уже тоже своей маме заказала.
Я почему И сказала желтый. маме, потому что у меня мама не любит всякую фигню. Ей нужна хорошая, классная ткань, чтобы Фигню. дышала везде. Да. И вот Это поэтому, дышит у нас вот, стопроцентный натуральный ткань здесь, понимаете? поэтому я сказала маме, потому что хочу ей все самое лучшее. Ты что, кандибобер? Я прошла афганскую войну. Это что называется, кандибобер? Нет, Нет, кандибобер это что другое, да, это краповый И берет. то, что я какой-то. ношу кандибобер, это еще не значит, что я балерина или Да, 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 женщина. да, да. И если я ношу кандибобер на голове, это не значит, что я женщина или балерина. Это прикол, я знаю, да. Кандибобер. Слушай, давай вот эту юбку точно украдем. Без проблем. Договоримся? Ты не выпустишь всю коллекцию, не успеешь. Договоримся. Я сейчас Наилю, один звонок Наилю просто. и всё. А чё? Ты это другого цвета выпустишь, а я другого. Просто видишь, я не Ну, додумала. вам леопард. Вам леопард? Вам леопард. Ага, леопард, потому что вышел из моды уже все. Договоримся. С вами тоже есть что договоримся, короче. Так вот, зайдешь в бизнес, тебя пережуют и А выплюнут. то бизнес для шустрых. Нужно иметь яйца с этими людьми. У нас есть яйца, у него. Опять, блин. Замотуял тройны. Короче, Густар, мы сейчас будем снимать войны с Гузель Шарафудиной. Гузель, идем сюда, где ты ходишь там? Я репетирую песню, Какой? Мы же нету будем сейчас снимать. которая на капоте. На капоте нету возможности здесь ехать. Опасно. Будем снимать в деревне. Можем сделать. А ты хочешь прям ехать обязательно? Да, конечно. Это весь прикол в том, что он едет в Нямбаше. А вы хотите тяп-ляп отснять. Я так войны не снимаю. Смотрите, как она снимает эту войну вообще. Похоже на наркобароны. Смотри. Вот ты свои шубки от БД. Пабло Эскобар. Короче, мы с Гузель будем снимать войны на доджике Азамата. Кто не в курсе, на самом деле, ошу машина ловит от кандар. Представляете, даже дырки были от пуль. Прикиньте, вот так вот. Он его заделал потом, загипсовал. Все, давайте, снимаем. Все, сохранили, да? Я сейчас говорю, такая бляха. Это такие встретились две такие эти, да, которые привыкли в главных ролях-то всегда работать. И давай друг друга перебивает, кто лучше, бляха-муха. У тебя музыка. Материться. Что ты сказал? телефоне только сидит. Вайна отсняли, доктор, а сейчас мы с Гузель идем в кафе, третий вайн снимать, к нам еще должен присоединиться Один Пашкин. мужчина. Да, Солидный. солидный, Я мужчин очень. люблю. Гузельке он очень нравится, она обожает его. А где кафе-то вообще? Харизма там, потому что столько харизмы. У него харизма, но он безответственный. Yo'qlab yarata бляха-муха. Балалары, наверное, Бар бунда балалар yok, кәләшеләр yok. Не знаю, немше тышка хатым yo'qlar. Бунда все по иностранному написано. Это русская, да? Да. А где по-русски? Тут ничего нету. А, вот. Ага. По-русски. Так, а есть этот? Что-нибудь картофельное пюре? Вот. Индийский как. Индийской кухни? Да. Да, нифига себе. Вас тут не прижимает ничего? Башкиры. Рэкет нету. Нянбаше. Вот, это Приехал. человек Нянбаше, который любит опаздывать. Ике войнасы, ну это вот вообще имени будто нервы выдержали. Сәлем, иги, вообще уже сәлем да айтпаймын. Что ты к моей груди прижимаешься, бля? Он постоянно вот так делает. Вот когда ты меня о чем-то просишь, да, я тебе всегда все делаю хорошо. И никогда никуда не опаздываю. Вот мне вообще, на самом деле, честно вот хочу сказать, Духтар, я не люблю безответственных людей. Духтар, был бесед, уден любоваться этим. Конечно, потому что я собиралась, Камера я хотела... включать, камера включать, Потому что- и давай, удра. Ну Не что? каждый день же Дорогие. мужчина. Вот такую змею одела я, готовилась я, хотела А познакомиться. я такая думаю, вот такую змею встретил, думаю, про меня что ли говорит? Охота мне было, охота же пообщаться, не каждый день так в кафе с мужчиной. Мотор қызық мотор конечно. Не, Гузель на самом деле очень шикарная женщина, да. Рахмат, я... Ну, конечно, если хин тоже такие зубы сделаешь, как у нее, Венера, минда матур боларым, хинда матур боларым. А мен бана имплант куйдыра алмай жүрейім, чижиктерімді. Она еще нос себе сделала. Если бы я нос сделала, и тоже тыщ, и у нее губы накачаны. Кстати, у насчет нее губы носа. накачаны. Нажми на нос. Вот что с ним? Нажми сильно. Я боюсь. Нажми. У меня нету на носу хряща нет. А как ты дышишь? Как ты дышишь? Вот.
Если бы был у меня мандарин, я бы с вами обязательно поделился. Я бы тоже. Вот жалко, у вас нет мандарина. Очень жалко. Все отсняли. Конечно, планировали отснять очень много, но из-за того, что башкирский китаец опоздал, все отснять не смогли. Еще я голодная. Пришли в кафе, меня вот этот какой-то смузи из яблок, блин, индусский кафела, готовили 50 минут. 50 минут смузи готовится, что ли? В итоге я не поела, ничего, блин, голодная, злая иду. Башка, кепка, кулга, гитара, малибу, шипучки, эштерьяна, бара, постоянная мода, это Моторола, колокта у милешем, это шансон года, силю джинсы, холда, кассета, и тыган, киля, кадау, дискотека, это танцы века, бейргат, шем, ешактага, милешем, иткат, шем, мухаббат, мухаббат, гашик булдым, аппат, мухаббат, мухаббат, кунгел дарга рахат, мухаббат, мухаббат, ясактарда итлат, Эхим беренсе мухаббат, хар бер 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 бер, хар бер 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 бер, хар бер бер бер, мухаббат. Короче, достар, представляете, мне бүгін ертеңсек бетінде Заганың ерін ерлағаннан. Кемдер таныш түгел. Это наша восходящая звезда Зага, Эбиэли районынан сығышы менен. И еще параллельно, достар, менің қоза. Представляете, Айгүл келінімдің двоюродный братишка. Представляете, достар? Это, кстати, восходящая звезда. И оның концерты боласақ ертеге. Будет мега крутая аульская дискотека. Аулда дискотека. Ох ты, вот достар. Дурт, мощный билет. Дурт, мощный билет, достар. Мен специально, между прочим, Загадан Хураның билеттар, дурт штук. Мен удем не бара алмайым. Мен ғафу етіңдер. Әкемен үшілі? Юкшу. Нет, прости. Мен, короче, бұл дурт билетті заказать етім яш қыздарға. Ярай. Кейіне қыздар ярата, так что яш қыздар келесек. Бірі Нәфисе болады. Бүгін гіне Нәфисе. Рахмет. Загаға рахмет. Вот, короче, мен бүгін хұрайым. Мен там Заганың концертіне барамын. Ол кесе мен айтам, мен Заганың концертіне барам, пятница іштемейм. Мен айтам, мен Заганың концертіне барам, мені жүру керек, мен айтам. Ал айтам, мен Заганың концертіне барып, ял етейім тегейм. Мен айтам, ладно, мен айтам, бұл билеттарды, мен айтам, Нәфисе, ехінің достарыңа дұрыштық берем. Так что бармай қарағыз. Вот, короче, специально хіне үшін құрал алдым, достарым мам бар. Бұнда өсек туғым ол. Жоқ, дұртау. Дұртау ма? Да. Рахмет, Милюша, ты самая лучшая просто. А ты думал, вот так. Кімдің еще работодатели шулай билет берет, который Заганан ұрып алғанда ты. Сюда как на работу хожу, достар. Представляете, уже настал вечер, а я до сих пор торчу в этой юрте селлеров. Но сейчас мы находимся не в юрте селлеров, а находимся... это что такое? Это студия записи. Студия как записи, называется? Да. Очередной наш выпуск будет прямого эфира, достар. Қарағыз, нендей киім киіп алған. Он всегда, Ринал у нас креативщик. Қарағыз, мына немендей киіп алған. Киімді қырқы бар қыттыр. Вот я тоже тогда, походу, Ты отрезал или на море собираюсь. Бата, салаты, смотрите. Это мода, да, такая? Обалдеть. Жесть. Он уже на море. Кстати, Ринальман Таиландқа и когда посылает. У нас будет романтик. Ну, он с женой, я с мужем, короче Да, вы испугались. Уже начали думать. Я прям в первую очередь сейчас что-то начал думать, что за романтика у вас будет, думаю, да. Кстати, а почему мы позвали сегодня Риналя? Да потому что достар Риналь тоже, как же и я, селлер и торгует на Wildberries. Знаете, чем он торгует? Он торгует секс-игрушками. Игрушки для взрослых можно открыто говорить, потому что у всех они есть. Что ты стесняешься? Чего ты думаешь, у всех есть, что ли? Я не верю, что у всех есть. У него самая раскупаемая секс-игрушка, оказывается, пингвин какой-то. Расскажи, что такое пингвин? А вот такой... Нет, подожди, что за пингвин? У меня уже такой сразу. Нас не заблокируют сейчас на территории Российской Федерации за пингвинов каких-то, да? А что, могут заблокировать? Не, просто мало ли, да. Короче, есть такая игрушка популярная, которая, ну так скажем, вакуумно-волновой вибратор. А что делает пингвинчик? Ты еще расскажи, пожалуйста. Вот так. Что мы сейчас делаем? Да, извини, да. Это Риналь, блин, это Риналь. Учениктарды оқыталар, ты наман жүре маркетплейса. Әлемелер, хеде отыралар, ты.
Итак, Риналь, расскажи, с чего ты начинал, как всего добился, что мотивировало, сколько времени потратил, чтобы достичь того, что у тебя есть в сейчас. целом, скорее всего. У Риналя очень интересная история, когда он хотел отучиться на продюсера. Вообще я хотел стать военным, но потом в 9 классе начал пить пиво и курить сигареты. И это куда-то ушло на задний план. И потом, мы с друзьями тусили, то все, короче, очень много там веселых историй было, правонарушений и так далее. И вот, наступает 11 класс, я троечник, с лысой, Сережка. Я думал после 9-го уйти, на гинеколога хотел поступить. Жесть. Типа, Вот откуда пошли пингвинчики, ее красота! типа, руки в тепле, деньги в кармане там. В 11-м все, куда-то уж 100% надо. У меня там брат на актерском учился. И что-то мы с мамой в Уфе, я говорю, блин, а что за профессия, говорю, вообще такая, продюсер, что-то там шоу-бизнес какой-то. Она говорит, говорит, я знаю, это, говорит, тамада, говорит. Они, говорит, вообще, говорит, хорошо у нас получается. А работает, говорит, 2 дня в неделю, пятница, суббота. Прикинь. Все, поступил. Через 2 года только понял, что это не тамада. Ты 2 года обучался, думаешь, это тамада, да? На 5 курсе хотел уйти вообще, потому что начал заниматься бизнесом. Мне было тогда 20 лет, там, сетевой маркетинг, команда большая была. А какая сетевая маркетинг? Арифлейм? Не, у меня был там в сайте технологий. У меня 3 офиса было в Уфе, Стрельтамаке и в Сочи. Вот я там познакомился с Зайнидином. Они, кстати, даже бомжевали за вот в Нидима. Сочи как раз зря мы туда поехали, мы там жестко обанкротились, офис закрыли, стулья распродали. Зайнидин в парке жил 3 дня, короче. На билеты на домой хватило только мне. Я уехал здесь. Зайнидин остался, да? Да. Я ему говорю, вот мой ноутбук, типа, если что, продавай его. И вот в итоге деньги ему отправил, он вернулся. И в итоге я потом жестко попал, таксистом работал. И вот с долгами работал таксистом, чтобы все раскидаться. Маленькой комнатушке, еще снимали квартиру. Вот 3-комнатная квартира, живут хозяева и 1 комнату сдавали. Сдают, и ты там Это жил, вообще получается. жопа, такая жопа была, блин. Вот самое, ну не самое, но одно из сложных времен моей жизни. Не, ну классно, не, молодец. То есть тоже, смотрите, видите, да, вот есть история Риналь, даже смотреть, да. Через тернии всё Да, прошло. через тернии, а не так, что да, он там родился в какой-то там семье Нет, миллиардера. кстати, многие вот смотрят, да, сначала видят в первую очередь успех человека. Видят успех человека и говорят, ему легко досталось. И почему-то сразу думают, что легко досталось. Да нифига подобного, доктор. Когда-то с Зайнидином вот так тусил, да, в Сочи, там банкротился. Потом мы с ним вместе работали, я его был концертным директором, когда он уже стал знаменитым. И получилась так, случайность вообще какая-то, что... У меня заболел Да, видеомейкер. видеомейкер. А я тогда занимался видеосъемкой, потому что, мне нужны были деньги, я был там в жопе вообще полный. Там. И, Не церемонься, да. Да, и получилось так, что вот это, то, что я же тоже на видеомейкера обучился, я же не сам ходил там, я взял курс, купил, я оттачивал навыки, сначала работал там, снимал за 500 рублей ролики, прикиньте, по чуть-чуть, и привело это все к тому, что вот мы с Милешей познакомились.